Все, доброе утро. Проснулся. На улице снег, оказывается, идет. Обалдел. Снега. Ну все, я собрался. Сейчас поеду, попрощаюсь со своими друзьями. С малышкой. Молодец. Дай бог. Давайте, пока, ребят. Спасибо. Давайте. Приезжайте. Хорошо. Ну все, поехали. Такой указатель, как будто ему лет 50 уже. Ну все. С этого поворота я беру уже курс на север. К Чебоксарам. Зигзагообразным маршрутом, конечно. Ох, дорога хоть здесь хорошая, вроде. Вот и речка Алатырь. Получается, левый приток Суры. Какой-то груженый велосипед впереди едет. Сейчас буду догонять. По сумкам не исключаю, что это иностранец. О, приветствую. Hello. Местные, откуда едете? С Ростовской области? Ничего себе, куда пилите? Ого, здорово. Через Чебоксары? Вот, с Ростова едет человек. Свой, местный. И в этом году что-то решил без вот с этой сумкой, с поясной, с бойкеровской покататься. Солнечные панельки у вас, все как надо. Пришлось. У меня в среднем тоже вот так вот погоду и вот так за поездку 15 получается километров в час где-то. Ладно, давайте, удачи вам. Все, с Владиславом поговорили. Отправил я его все-таки через Канаш, посоветовал. Не по этой трассе, а через Канаш, так и применим будет. На мост выходить ему. Я бы сам, честно говоря, сейчас бы через Ноябресе бы сразу уехал. Но надо и Порецкое тоже заехать, иначе не 21 район у меня будет. Тополиный пух прям реально ноздри забивает. Еду, в нос то и дело попадает. Тут капец, Кувакинский подъем такой серьезный. Все, Порецкий район. Вот и Порецкая. Осетр там нарисован на гербе города. Видимо, осетров тут ловили, наверное, в Суре. Красота, отсюда видок открывается. Вся вот сверху Сурская долина, там лес. Там и заповедник Присурский видно по ту сторону Суры.
эти стеллы теперь в каждой дыре ставят. Для салфачей. Вот и центр. Сейчас тут потусуюсь немножко. Золотой Ленин. Что это? Николаевушка, что ли? А, не, Крылову. Российскому кораблестроению. О, как. Вот здесь колокольня, вот эта знаменитая, символ Порецкого. Тут, я думаю, даже при желании можно залезть. Там ничего не закрыто. Скорее всего, если там, конечно, не другие ловушек других нет. А я смотрю, вот так на солнце, там столько пуха тополиного в атмосфере сейчас летит. Вообще много. Эх, сейчас не знаю, что делать. Сейчас, в принципе, если бы нашел бы какую-нибудь столовку, поел бы. Сейчас мне будет, наверное, такой непростой участок до Ибресь. Через леса я шлепну. Вот, силы нужны. Все, с Порецкого я уезжаю. Он маленький поселочек, небольшой. Но колокольня, конечно, интересная, такая высокая. Масштабный проект, конечно, масштабный все равно. Для тех времен, сколько ей лет, я не знаю, может 200, наверное, нет, 150. Вот и мост. Не знаю, зачем здесь реверсное движение. Вроде ничего не делают, не ремонтируют. И место есть. Мост тут капец в аварийном состоянии. Здесь то ли упал кто-то, я не пойму. А, ну венки-то понятно тут стоят, просто, наверное, прыгуны. Я что-то к краю не хочу подходить. Желания особого нет. Вдруг еще чпокнется там. Ого, какое болото здесь красивое. Вот и Худеиха начинается. Все, заехал, взял поесть. Сейчас он футбик как раз показывает. Чемпионат мира же идет. Ох, все, поел. Вообще от пуза на 150 рублей получилось. Не так-то и дорого. Малыш, что ты? Ну вот я и в Кожевенном сейчас. Получается, вот эта дорога уходит на Гард. В прошлый раз я так по ней ехал. Потом выходил на Кирю, поселок. Вот, а мне сейчас вот так вот. И прямо на Ибресе. У этой дороги и номер есть. Но пока асфальт тут, пока в Кожевенном. Потом...
Дорога-то такая кайфовая. Асфальтовая, вообще никого нет. Надолго ли? И меня удивляет эта дорога. Может, я на чью-то дачу приеду? А, ну вот. А я переживал. Я думал, не бывает такого. Не верил. Нормально. По камням тоже. По карте смотреть, здесь какой-то хуторок, маленькая деревушка старокаменная. Вот она и есть. Заброшенные дома. Один там рабочий дом. Жилой, точнее. А так в основном вот. Тяжелая дорога, каменистая, вообще начинает резко такая. На змейку сейчас маленькую наехал. Вроде не раздавил, вроде между камушками как раз она была. Еще какой-то хуторок. Красноглуповка. Тоже заброшенная. Давай. Так, сейчас мне надо на другую дорожку выехать. Развернуться. Да, вот это реально глухая деревушка. Приоделся чутка в антимоскитную одежду. Пусть жарко будет, но лучше, чем обуться. Дорога становится все веселее. Комарья вообще немерено. О. Нифига себе! Вот это поворот! Вот этого я не ожидал. И что-то и Бресть такая будет, что ли? А! Комарье! Че, сломался, что ли? Нормально? Ну, это уже и Брестинский район, по всей видимости. Между районами всегда почти плохая дорога, либо ее вообще нет. Я нашел новую жизнь, друзья. Такая заманчивая, притягательная. Ну да, вот да, автодорога и Бресть, Березовка, Кубейка. Вот тот лес, в который я ехал, та дорога, то считается, вот, относится к этой дороге. И не удивлюсь, если он по документам она асфальтовая. О, за костром ехать не надо. Фу. О, вот промзона и Брестинская уже началась. Да, блин. Велик у меня сегодня вообще работает. Только кочек собрал.
Если бы я через Кирю бы ехал, я бы вон там из леса бы выезжал. В Бресте заехал не с лицевой стороны, даже таблички нет. Но это и Бресте уже. Бресте тоже мелкий поселочек. Мелкий, тут даже смотреть, наверное, нечего. Сейчас проеду сюда вдоль. Вот это главная улица, она идет. Тут ничего и нет. Вот тяна! Оказывается, я не туда еду. Это дорога на Канаш идет. Профукал я поворот на Калинина. Видимо, подустал чуть-чуть. Внимания не обратил. Вот и Брестинский пруд. Красивое место. Вот теперь это правильный выезд. Прямиком на Урнары. До Урнар где-то 20 километров. Дорога трындец узкая, блин. Тут две легковушки со мной не разъедутся-то. Федералка регионального значения. Люблю я на закате и после заката в сумерках ездить. Прям энергия так и прет. Все, сейчас спуск и подъем уже на Урнары. Красота-то какая! Цивиль тут действительно малый, еще совсем. Вот и Урнары. Сейчас мне прямо, трасса налево уходит. Хорошо, сейчас дни длинные. Много можно успеть. Ох. Железку переходить. Фух, все, я приехал. Миша встречает. Да. Да, неожиданно. Наконец-то доехал. Я сегодня не планировал в Урнар, думал проскочить, но не то не все, короче. Как раз